Хөрмәтле Рөстәм Нургалиевич, хөрмәтле Бөтәдөньядан татар конгрессы эшендә катнашучылар. Татар халкының тормышында милли ризык, милли аш, милли табын күренекле урын алып тора. Милли табында халыкның традицияләре дә, эчке культурасы да, эстетик зәвыгы да, кулинарлык сталыгы да, кунакчылыгы да ачык чыгыла. И безгә, шәһәребезгә, республикага килгән кунаклар әле рәсми эшләрен башлаганча ук табыныбыз аша безнең турыда из фикерләр булдыралар. Бәхеткә каршы татар табыны һәр бер кунакның күңеленә хуш килә. Чөнки ул бай табын, затлы табын, үзенчәлекле табын, туклы табын. Халыкның ашын яраткач, аның эшене дә эшенә кайрылыйлар. Тәкъдимнәребезгә дә ихтияр итәләр. Татар табыны, татар милли ризыгы халыкара игътибарга күптән лаек. Шуның өчен милли ашларыбызны, татар табынын, аның традицияләрен саклау, аны пропагандалау барыбызны да мактаулы бурычы да дип уйлыйм мин. Сез рөхсәт белән хәзер мин русчада телим. В 2013 году, накануне открытия Всемирной универсиады в городе Казани, благодаря личному участию президента Республики Татарстан и при поддержке мэрии Казани, был отреставрирован целый квартал Старо-Татарской слободы. По традиционной усадьбе Купцах Сабитовых, памятник архитектуры 19 века на улице Маржани, дом 8, сегодня расположился гостиничный ресторанный комплекс «Татарская усадьба» с традиционной татарской кухней и блюдами из дровяной печи. В 2018 году, накануне чемпионата мира по футболу, в Казани воссоздана усадьба Бекмухаметова, которая была утеряна. Памятник архитектуры 19 века на улице Маржани, дом 10, там же в Старо-Татарской слободе. Здесь сейчас находится ресторан татарской кухни «Печь». То есть мы хотим сказать, что мы направляем свое внимание на то, чтобы национальная татарская кухня была востребована не только в своем регионе, но и вышла за пределы нашей республики. Мы считаем, что татарская кухня должна перейти из национальной и получить статус интернациональной, такие же, как популярная французская, итальянская, китайская, японская кухня. Сегодня мы готовы предложить для изучения и тиражирования в регионы 3 формата татарской кухни. Это формат быстрого питания на примере Тюбетай, что вы видели сейчас на мастер-классе, демократичное кафе «Аланаш» и ресторан с дровяной печью «Татарская усадьба» с передачей своих технологий и знаний. Ведь не зря про этот комплекс говорят: если хотите понять душу народа, загляните в татарскую усадьбу. Мы должны тиражировать успешные проекты через национальные центры за рубежом, где есть наши соотечественники, которые могут знать о кухне и о национальных традициях. Сейчас готовим правовые основы для заключения договоров франшизы данных проектов в удобном ценовом сегменте. Сегодня руководство республики и города уделяет большое внимание сохранению быта и традиций татар через проводимые народные праздники и мероприятия, такие как Казамасы, праздник гусиного пера, церемония сбора подарка к Сабантую, праздник плуга Сабантую, Карабаткасы, каша для грачей. Чтобы татарскую кухню узнавали во всем мире, мы, как Ассоциация ресторанов и ательеров, говорим о том, что надо хотя бы взять по примере развития французской кухни, изучить, который создает Институт национальной кухни, задают стандарты и обучает им поваров со всего мира. Например, в Лионе есть институт Поля Бакюза, где я был. Многие эксперты считают его лучшим шеф-поваром 20 века. В его честь каждый год проходит самый престижный в мире гастрономический кулинарный конкурс, называется «Золотой Бакюз», где ежегодно состязают лучшие повара мира. Для развития национальной кулинарии, мы считаем, надо открыть кафедру национальной кухни в одном из вузов нашей республики. Ассоциация ресторанов и ательеров нашего республики Татарстан и для решения этих вопросов провела встречу с этим ректором Казанского инновационного университета Асию Витальевной Тимирясью. Они готовят специалистов для нашей отрасли, индустрии гостеприимства, у них есть кафедра общественного питания, они готовят инженер-технологов. И мы предложили вместе с ними открыть эту кафедру и назвать ее именем нашего главного кулинара Юнуса Ахмедзянова, который возродил и поднял татарскую кухню в ранг искусства, является нашим прообразом этого Поля Бакюза. Каждый год, вот уже в 4-й раз при поддержке нашего уважаемого президента Рустема Нургалиевича в Казани мы проводим международный конкурс кулинарной национальной кулинарии имени Юнуса Ахмедзянова, в котором участвует более 30 команд.
из разных городов. География участников с каждым годом расширяется. Среди участников представителей Татарстана есть и другие регионы. Были и наши соседи из Казахстана принимали участие. В 2020 году на этом конкурсе планируется выступят кулинары из Болгарии, Венгрии и Финляндии. Возвращаясь к кафедре национальной кулинарии, мы хотели сказать, что Казанский инновационный университет готов принять участие в долевом финансировании и предоставить помещение в одном из своих корпусов, где можно проводить и теоретические, и практические занятия. Мы, как ассоциации потенциальных работодателей, определяем технологическую и планировочную часть, составляем учебную программу, даем компетенции в лице известных опытных шеф-поваров, которые передают свой опыт. А также мы смогли бы передавать знания в другие страны, где развиты татарские диаспоры, они, в свою очередь, стали бы послами душевной, вкусной и колоритной татарской кухни. Очень надеемся на вашу поддержку, уважаемый Рустам Нургалиевич, уважаемые члены Конгресса. Немножко хотел показать именно проект этой кафедры «Сохраняя национальную кухню, сохраняем язык, традиции и культуру народа». Этот проект как раз создание кафедры, о которой я вам говорил. Значит, вот истоки. Этот инновационный университет, он интересен тем, что у него очень хорошие истории, они постоянно выпускают очень интересные книги из нашей истории, связанные с национальной кулинарией. На примере книги они выпустили «Каюм Насыри», называется «Наставление повару». И последний наш проект, благодаря поддержке Рустема Нургалиевича, мы открыли, как раз книга называется «Певец вкусной еды» про Юнуса Ахмедзянова, который мы вместе с ними также выпустили в рамках этого университета. Рахмат, Бигзор. Рахмат. Рахмат.